сайте 41-45SU было размещено до 200 видеороликов интервью ветеранов Великой Отечественной войны из Татарстана. Это такой федеральный был проект, федеральный сайт, на который около 30 районов нашей республики откликнулись. И вот молодежь непосредственно сама снимала, просто вот важно то, о чем я говорил, непосредственно участие самой молодежи в этих проектах. Это то, что 18 тысяч человек через где-то около 2000 номеров в рамках этого фестиваля покажут своим творчеством отношение к тем событиям, к этой победе. К 70-летию Победы готовятся, снимаются и выпускаются 70 стихотворений о Великой Отечественной войне, о победе, которые были написаны авторами как и в период войны, так и в послевоенные годы. Ребята, активисты, все желающие записываются у нас, мы их снимаем. Это можно посмотреть. ВКонтакте есть группа, называется «Война в стихах». Там каждый день выкладывается по одному ролику. Через источники средств массовой информации, через соцсети, через другие сайты молодежь узнает о тех возможностях, о тех конкурсах и проектах, которые мы проводим, предлагаем. И вот сегодня мы запускаем, 4 марта, мы запускаем республиканский конкурс видеороликов «Наша победа». Он как раз и был основан на федеральном проекте. Фактически он направлен на то, чтобы молодежь Республики Татарстан была заинтересована в разработке и создании видеороликов, направленных на нравственно-патриотическое воспитание молодежи. Есть возможность зарегистрироваться на сайте, который был в ролике волонтеры70.рф. Сегодня от Республики Татарстан на сайте уже зарегистрировано более 300 человек, если сказать точно, 323 человека. У нас создана группа ВКонтакте, в ней более 450 человек уже на сегодняшний день, и каждый день количество участников оно увеличивается. В корпусе тоже есть морковки. Это возможность участия в параде на Красной площади и военно-морском параде в городе Севастополе. Безусловно, количество людей, которые смогут это сделать, ограничено. Но они будут не просто зрителями, они будут волонтерами на этих мероприятиях. Тимур әфәндегә һәм Рөстәм әфәндегә менә чараларын атап киттегез. Безнең бит Татарстанда 53% татарлар яши. Бу урыс телле кешеләр өчен генә каралганмы, менә бу 70 еллыкка багышланган чаралар, анда татар телле кешеләр катнашалармы һәм татарча чаралар үтәме татар телендә? Рахмет. Можете отвечать на языке, который вам удобен. Сорау аңлашыла торгандыр инде? Естественно, вы все правильно заметили, двуязычие очень важный для нас аспект. Мы этому уделяем особое внимание. У нас есть и с татарской молодежью, и мы мероприятия проводим в Татарстане, и на российском уровне, и на федеральном, и международном. И, естественно, все эти события, естественно, и ряд акций и мероприятий тоже будут проходить на татарском языке. Однозначно этот вопрос будет изучиваться. Значит, большая часть татарского населения, естественно, все мероприятия, акции, идеологии, общение, все будет проходить на татарском языке однозначно. Естественно, у каждого органа госвласти есть определенный план работы с Бахчисарайским районом. Непосредственно мы, как молодежь, только в прошлом году мы вывезли 140 человек, и непосредственно проводили встречи с своими коллегами с Бахчисарайского района с молодежью. Это делегация наших волонтеров, которые будут принимать участие непосредственно в этих мероприятиях в Крыму. Это раз. Это также сейчас у нас запланирована программа летнего отдыха, где обычно в среднем где-то около 2000 детей у нас выезжает в Крым, соответственно, с педагогами, с программами, непосредственно для участия в разных событиях. И как я понимаю, мы сейчас проводим отборочные этапы, значит, по игре «Зорница» и «Победа», и финалы, возможно, этих игр, как нам сейчас сообщили, будут проходить в Крыму. В прошлом году участники проекта «Кадровый резерв» впервые посетили Бахчисарайский район. В этом году также планируется участие, мы уже запланировали мероприятие с ветеранами, правда не в мае, а вот в августе этого года, как раз в рамках программы летнего отдыха. Мы поедем туда на 20 дней и будем там проводить серию мероприятий, в том числе и по патриотическому воспитанию с ветеранами.